Что вы можете сказать о новом законе об адвокатах? Насколько он соответствует международным правовым нормам? И действительно ли сейчас адвокаты попали в полную зависимость от государства? Вообще, когда несколько лет назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту поднял вопрос о принятии нового закона об адвокатуре, конечно, мы надеялись, это был хороший знак. Мы надеялись на хороший, современный закон, отвечающим сегодняшним реалиям общества. А получилось так, что сам законопроект то ли 2 года, то ли 3 года дискутировался. И в конечном итоге адвокатуру как общественного объединения, как института гражданского общества фактически подвели под Министерство юстиции. То есть теперь нету той независимости этого объединения юристов, да, оказывающие профессиональную юридическую помощь. А теперь как бы это подструктурное подразделение Министерства юстиции. Само по себе создание квалификационной комиссии при Министерстве юстиции и разработки всех документов, дающие право на ведение адвокатской деятельности со стороны Минюста, и председателем квалификационной комиссии, то, что является один из заместителей министра юстиции, это говорит о том, что фактически мы находимся под колпаком госорганов. То есть само по себе уже здесь мы можем использоваться для государственных органов как рычаги давления. То есть если есть хороший адвокат, если есть хорошая защита обеспечена, всячески могут этому препятствовать со стороны чиновников Минюста и других государственных органов. И второе, то, что приняли этот закон в марте 2015 года, его действие приостановлено, и закон еще не действует, а уже внесли поправки туда, недействующему закону. Внесли поправки, и согласно этим поправкам теперь право адвоката ограничили на труд. То есть такие требования к адвокатам, которые даже нету в законе, в конституционном законе об органах прокуратуры. То есть сегодня те требования, которые выставляют человеку для приобретения статуса адвоката, возможно, у генерального прокурора нету. Возможно, у председателя комитета по госбезопасности нету. Это говорит о том, что адвокатура как общественное объединение для того, чтобы получить статус адвоката, получается, что нас даже выше генерального прокурора поставили. Допустим, вот закон о милиции. Прямо там четко написано, кто может работать в органах милиции, внутренних дел. Человек, который не имеет судимости за умышленное, за тяжкое и особо тяжкое преступление. То есть судимости нету.
А здесь у нас говорит в законе, вот согласно этим поправкам, что человек, который привлекался к уголовной ответственности, и даже если у человека были какие-то трудовые дисциплинарные наказания, то есть, возможно, человек был уволен из-за несоответствия занимаемой должности, да? Сегодня он не имеет права получить статуса адвоката. У нас есть многие адвокаты, которые 18-20 лет назад были уволены с органов прокуратуры, милиции, ну, других правоохранительных органов, скажем, из-за несоответствия занимаемой должности. Но неужели за 20 лет этот человек по сегодняшний день не соответствует занимаемой должности? То есть за 20 лет он не научился работать адвокатом? Поэтому я думаю, что есть вообще срок давности, что в уголовном праве, что в гражданском. Человек, допустим, был привлечен к уголовной ответственности или дисциплинарное наказание. Вообще дисциплинарное наказание через год отменяется. А человек, который был привлечен к уголовной ответственности, в зависимости от назначенного наказания и категории преступлений, судимость погашается. Но на сегодняшний день, согласно закону об адвокатуре и адвокатской деятельности, человек, который, если даже 50 лет назад был привлечен к уголовной ответственности, сегодня не имеет права получить статус адвоката. Этот закон прежде всего противоречит Конституции Республики Таджикистан, где предусмотрено право на труд. А согласно Конституции, Таджикистан является социальным государством. И государство гарантирует обеспечить своих граждан работой. А сегодня этот закон фактически нарушает конституционные права этих адвокатов, то есть право на труд. И фактически вы судите сами, вот абсолютно на той неделе на пресс-конференции министр юстиции Таджикистана озвучил цифры тех адвокатов, которые прошли этот экзамен, скажем. То есть 97 человек. Это получается, что на сегодняшний день в обществе с 8-миллионным населением всего 97 человек адвокат получили, 97 человек получили статус адвоката. А ежемесячно сотни, тысячи уголовные дела возбуждаются, и гражданские, административные, трудовые правоотношения. А как быть? Но эти 97 человек, они будут действовать, скорее всего, как проправительственные адвокаты, да? В принципе, я думаю, что автор этого законопроекта, фактически авторы, они подразумевались под этим, что именно те адвокаты, которые хорошо работают, хорошо защищают своих граждан, они жалуются. Вы все знаете, что у нас очень широко применяется в юридической практике Таджикистана пытки. Вот. И те адвокаты, которые пишут жалобы на действия этих правоохранительных органов, о пытках, о других правонарушениях. Естественно, это все с одной целью было придумано, чтобы таких активных адвокатов убрать с поля защиты и оставить те адвокаты, которые действительно, скажем, законопослушные. По их меркам они законопослушные. На самом деле их у нас в обществе называют дежурными адвокатами.
Вот. И следователи зачастую прибегаются к услугам таких адвокатов, поскольку они ничего не требуют, они не жалобы не пишут на действия следователей. Им это угодно, им это выгодно. А когда адвокат жалуется на действия этого чиновника правоохранительных органов, и это, естественно, им не нравится, потому что с подачи жалобы мы у них отнимаем время, потом проверки идут какие-то. А что же сейчас делать тем адвокатам, которые защищают, допустим, противников власти? Наверное, все-таки я думаю, что они присоединятся к тем мигрантам, те более миллиона мигрантов, которые находятся за пределами республики, теперь с дипломами юриста окажутся адвокаты тоже в лице мигрантов, где-то на чужбине, на стройке будут работать. Это вот последствия принятия такого закона в правовом государстве, где считается, скажем, государство, согласно Конституции, социальным. Ну, скажем, за последний год, вот в 2015 году, более 200 человек, то есть граждан, были привлечены к уголовной ответственности за экстремизм и терроризм. 90% этих задержанных защищали вот эти адвокаты проправительственные. И фактически были даже случаи, когда следователи родственникам не разрешали брать, то есть обратиться к тем адвокатам, которые оказывают более качественную услугу. Поэтому, как я раньше сказала, поскольку им это удобно и им угодно, поэтому фактически они больше всего обращаются к таким адвокатам. Отчасти вообще те адвокаты, которые очень много активно принимают участие по делам, они всегда находятся под риском преследования, прессинга, преследуют их. Поэтому нет на сегодняшний день гарантии, что любой активист может вести какую-то свободную деятельность в Таджикистане.